Хроника тюркско-татарских государств. Рассвет, упадок, возрождение. Выпуск 48. Хивинское ханство. 1512-1920. Хорезмское государство. Хивинское ханство, наряду с Бухарским и Каганским, было одним из трех узбекских государств. Из 20 племен Хорезма самыми многочисленными и сильными считались племена кунгратов, мангитов, найманов, кыпчаков и каятов. В 1512 году новая династия узбеков, отпавших от шайбанидов, стала во главе самостоятельного ханства и управляла им до 1770 года. Первоначально столицей государства был Ургенч. Затем столица была перенесена на новое место, в Хиву. Именно по названию столицы в русской историографии принято государство называть Хивинским ханством. В XVI веке ханство включало, кроме Хорезма, оазисы на севере Хорасана и туркменские племена. Хорезм еще в XIV веке потерял свое значение в силу ущерба, принесенного ему вначале Чингисханом, а позже Тимуром. Значительное оседлое население сохранилось лишь в южной части страны. Многие прежде орошаемые земли, особенно на севере, оказались заброшенными, и городская культура была в упадке. Ханство не имело своих денег и до конца XVIII века пользовалось бухарскими монетами. Политическое влияние ханов зависело от военной поддержки кочевых узбеков, как военного сословия. С тем, чтобы уменьшить эту зависимость, ханы часто нанимали туркмен, в результате чего роль туркмен в политической жизни ханства росла. Вместе с этим возникали трения между узбеками и туркменами. Конфликты возникали и во внешней политике с Бухарой, а также Ираном. Годы правления известного хана Абул-Гази 1643-1663 годы правления и его наследника Ануш-хана, благодаря широкомасштабным преобразованиям и ирригационным работам, были периодами относительной политической и экономической стабильности. В середине XVIII века два главных узбекских племени – кунграты и мангиты – начали борьбу за власть. Кочевые узбеки Орала провозгласили собственного хана Чингизида. В Хорезме воцарился хаос. В 1740 году страну захватил Надир-шах из Ирана, но его власть была недолгой. Она окончилась со смертью шаха в 1747 году. В последующей борьбе кунгратов и мангитов выиграли кунграты. Однако долгие войны между Хивой и Оралом, между различными узбекскими племенами, в которых туркмены принимали активное участие, привели Хорезм на грань катастрофы. В 1770 году Мухаммад Абин-Бий, вождь кунгратов, разбил туркмен и установил свою власть в ханстве. Он стал основателем новой династии в Хиве. В 1804 году внук Мухаммада Амин-бея Эль-Тузар был провозглашен ханом, а его младший брат Мухаммад Рахим-хан I победил аральцев, каракалпаков, успешно воевал с туркменами на юге и казахами на севере. В результате ханство стало более централизованным государством. В первой половине XIX века кунграты значительно расширили ирригационную систему, что позволило узбекам перейти к оседлой жизни. При Мухаммад Рахим-хане I начали чеканить собственные монеты, развивалась культура. Однако в 1870-х годах ханство столкнулось с амбициями России. Первая попытка покорения Хорезма была предпринята Петром I, пославшим в 1717 году военную экспедицию, закончившуюся неудачно. Следующее наступление началось весной 1873 года под руководством генерал-губернатора Туркестана Кауфмана.
Хива покорилась. По Гендемианскому мирному договору от 12 августа 1873 года ханство попало под российский протекторат. Все земли ханства по правому берегу Амударьи отошли к России. С 1910 по 1918 годы ханством правил Асфандияр-хан. После февральской революции 1917 года провести какие-либо реформы не удалось из-за противодействия Асфандияр-хана. Весной 1918 года Асфандияр-хан был убит в ходе государственного переворота. К власти пришли туркмены во главе Джунаид-ханом, чья агрессивная внешняя политика привела страну к военным поражениям. Как реакция на режим новой власти в ноябре 1919 года началось восстание под руководством коммунистов. На помощь восставшим были направлены войска Красной армии. К началу февраля 1920 года армия Джунаид-хана была полностью разгромлена. 26 апреля 1920 года была провозглашена Хорезмская Народная Советская Республика в составе РСФСР. В 1922 году Хорезмская Народная Советская Республика была преобразована в Хорезмскую Советскую Социалистическую Республику. А осенью 1924 года в ходе административного размежевания ее территория была разделена между Узбекской ССР, Туркменской ССР и Каракалпакской автономной областью РСФСР. Конец выпуска. Продолжение следует. Давам эбар.